Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня лекционная тема системы линейных уравнений. В процессе проведения занятий осуществляется формирование компетенций, включающих в себе способность организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения задач, использовать информационно-коммуникационных технологий в деятельности, работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения задач. План лекции. Система линейных алгебраических уравнений. Основные понятия. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Крамера, матричным методом и методом Гаусса. Значение темы. Система линейных уравнений используется для функционирования систем массового обслуживания при решении оптимизационных задач. Основные понятия. Рассмотрим систему трех линейных уравнений с тремя неизвестными x1, x2 и x3. Где А и Ж коэффициенты, b1, b2, b3 свободные члены. Тройка чисел альфа-1, альфа-2, альфа-3 называется решением системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными, если при подстановке их в уравнение системы вместо x1, x2, x3 получают верные числовые равенства. Если система трех линейных уравнений имеет хотя бы одно решение, то она называется совместной. Система линейных уравнений. Совместная имеет хотя бы одно решение, несовместная нет решений. Определенная имеет единственное решение, неопределенная более одного решения. Рассмотрим или раскроем первую подтему, то есть метода Крамера. Метод Крамера – способ решения квадратных систем линейных алгебраических уравнений с ненулевым определителем основной матрицы. Причем для таких уравнений решение существует и единственным. Создан Габриэлем Крамером. Пусть нам требуется решить систему трех линейных уравнений с тремя неизвестными x1, x2 и x3, в которой определитель системы он составлен из коэффициентов при неизвестных, дельта не равно нулю, а определители дельта x1, дельта x2, дельта x3 получаются из определителя системы дельта посредством замены свободными членами элементов, соответственно, первого, второго и третьего столбцов. То есть нахождение дельта x1, дельта x2 и дельта x3 видите в своих экранах. Теорема или правило Крамера. Если определитель системы дельта не равно нулю, то рассматриваемая система первая имеет одно и только одно решение. Причем x равно дельта x деленное на дельта x2, дельта x2 деленное на дельта x3, дельта x3 деленное на дельта. Второе у нас было матричный метод решения. Запишем заданную систему в матричном виде AX равно B, где А основная матрица коэффициентов системы, X матрица столбец неизвестных, V матрица столбец свободных членов. Если А матрица неврожденная, то тогда с помощью операции над матрицами выразим неизвестную матрицу X.
Операция деления на множестве матрицы умножением на обратную матрицу, поэтому умножим последнее равенство на матрицу А в степени минус 1 слева. И метод Гаусса. Метод Гаусса – классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе ступенчатого или треугольного вида, из которого последовательно, начиная с последних по номеру переменных, находятся все остальные переменные. Элементарные преобразования. К элементарным преобразованиям система относим следующее. Первое – перемена местами двух любых уравнений. Второе – умножение обеих частей любого из уравнений на произвольное число, отличное от нуля. Третье – прибавление к обеим частям одного из уравнений системы соответствующих частей другого уравнения, умноженных на любое действительное число. Теперь рассмотрим решение систем линейных уравнений на примере. Первое – метод Гаусса. Этот метод заключается в последовательном исключении переменных из системы уравнений. Дана система из трех уравнений x1 плюс x2, x2 плюс 3x3 равно 6, 2x1 плюс 3x2 минус x3 равно 4. 3x1 плюс x2 минус 4x3 равно 0. Матрица системы будет иметь вид 1, 2, 3, то есть коэффициенты при неизвестных 2, 3, минус 1, 3, 1, минус 4. Если включить в нее столбец свободных членов, то она будет называться расширенной. Записываем расширенная матрица. И вторую строку умножаем минус 2 и третью строку на минус 3. Исключим переменную x1 из всех уравнений, кроме первого. Это эквивалентно получению нулей во второй и третьей строке первого столбца. Для этого умножим первое уравнение на минус 2 и минус 3 и сложим, соответственно, со вторым и третьим уравнением. Получаем нули. Теперь исключим переменную x2 из третьего уравнения, получим 0 в третьей строке второго столбца. Для этого умножим второе уравнение на минус 5 и сложим его с третьим. Запишем полученную систему уравнений. Последовательно находим x3. x3 равно будет единице, x2 равен единице, x1 1. Ответ x1 1, x2 1, x3 1. Метод Крамера. Пусть данная система первая. Рассмотрим частный случай, когда число неизвестных равно числу уравнений. Найдем определитель матрицы системы. Пусть дельта G определит из матрицы полученной из матрицы А заменой G-ового столбца столбцом свободных членов. Формула Крамера. Решим систему из предыдущего примера. Матрица системы имеет вид. Находим ее определитель. Найдем определитель дельта 1, дельта 2, дельта 3. Дельта 1 минус 22, дельта 2 минус 22 и дельта 3 минус 22. Используем формулу Крамера. x1 1, x2 1, x3 1. Ответ x1 1, x2 1, x3 1.
Замечание. Если дельта равно нулю, при том, что хотя бы один из определителей дельта G не равен нулю, то система первая несовместна. Если дельта равно нулю и все дельта G тоже равны нулю, то система неопределенная. Как она имеет бесконечное множество решений. Метод обратной матрицы. Пусть дана система первая, снова рассмотрим случай, когда число неизвестно равно числу равно. В матричной форме система имеет вид AX равно B. Пусть существует обратная матрица А-1 к матрице системы А. Тогда решением матричного уравнения будет матрица столбец X. X равно А в степени -1 умноженное на V. Проверяем. Решим систему из предыдущего примера. Матрица системы и столбец свободных членов имеют вид. Найдем обратную матрицу. Ранее был найден определитель матрицы А. Матрица А равно минус 22. Находим алгебраические дополнения для каждого элемента матрицы А. А1,1 минус 11, А1,2, 5, А1,3 минус 7, А2,1, 11, А2,2 минус 13, А2,3, 5, А3,1 минус 11, А3,2, 7, А3,3 минус 1. Составляем матрицу из найденных алгебраических дополнений. Имеем, транспонируем ее и делим на определитель. Получаем обратную матрицу. Вы видите в своих экранах. Находим решение системы уравнений. И получим ответ. x1, 1, x2, 1, x3, 1. Список используемой литературы.